Анткени далай жолу көрділем, сендан өлі олтыру. В Волжском национальном драматическом театре имени Ибраимова проходит международный конкурс акынов и импровизаторов «Ахтандай-2024». Мероприятие организовано при поддержке президента, а призовой фонд составляет 1 миллион сомов. Среди участников Айтыша есть те, кто только начинает свой путь на этом поприще. Я только недавно начала выступать как акын-импровизатор. Сегодня я просто хотела поучаствовать в отборочном туре. И среди 40 акынов смогла пройти в финал. Сейчас я чувствую волнение, мне хочется верить в победу. Я буду стараться. В отборочном туре приняли участие почти 40 акынов-импровизаторов. Из них жюри отобрало 20 мастеров своего дела. За звание лучшего сражались акыны из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Китайской Народной Республики. Я впервые в солнечном городе Оши, и меня переполняют теплые чувства. Я приехала из Китайской Народной Республики. На победу, конечно же, надеюсь, но все в руках нашего жюри. Для меня честь участвовать в таком конкурсе, где собрались талантливые акыны из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Я приехала из казахстанского города Шымкент. Мероприятие проходит на высшем уровне. Здесь принимают участие акыны-импровизаторы из 4 стран, и это не может не радовать. Я думаю, этот Айтыш будет незабываемым. Такие мероприятия развивают дружбу между нашими народами. Специально для проведения Айтыша были разработаны правила, которым все участники должны, несомненно, следовать. Выступления акынов-импровизаторов судят известные личности Кыргызстана и Казахстана. По правилам, участники должны следовать манере исполнения нашего Барпы Акына, так как в этом году отмечается его 140-летие. А также мы хотим укрепить дружбу между народами, поэтому ни в коем случае не допускается оскорблять или задевать друг друга. А еще нас радует, что среди акынов и импровизаторов появились молодые девушки. Это значит, что и молодежь подтягивается, и это, несомненно, для нас большая гордость. Если говорить обо мне, то я имею свой взгляд и свои принципы в судействе. Это большая ответственность для меня, потому что здесь мы решаем, победит этот человек или нет. Мы должны быть максимально справедливыми. Знаете, в мастерстве акына самое главное — это импровизация, не заученные, заготовленные тексты. Настоящий акын должен чувствовать зрителей, людей вокруг, обстановку и выкладывать это в прекрасные слова. Отметим, что данное мероприятие проходит по инициативе ГТРК ЛТР, а также посвящено 30-летию телепроекта «Ахтандай» и столетию образования Каракыргызской автономной области. ГТРК ЛТР вносит огромный вклад в популяризацию национальных ценностей, так как поэты-импровизаторы – важная часть культурного кода кыргызского народа. Нагима Бакаева, Уран Адишев, ЛТР, город Ош. Қырғыз-қазақ достығының айғағы деп, менеки ақ қалпақ.